Первый вопрос на повестке – обеспечения безопасности дорожного движения в городе. Статистика, которую озвучивают на сходе, неутешительная. Только за 8 месяцев по республике произошло 132 ДТП, 42 человека погибли и свыше 200 получили ранения. В их числе 20 детей, 1 ребенок погиб. В столице республики в текущем году зафиксировано 6 ДТП, 1 человек погиб и ранено 15. Как отмечают сотрудники ГИБДД, причина всегда одна. Выезд на полосу встречного движения, превышение установленной скорости, управление средством в состоянии алкогольного опьянения. Второй вопрос не менее актуален. Это долги за жилищно-коммунальные услуги. Неплательщиков призвали начать погашать задолженности за текущий период, вместо того, чтобы каждый день копить долги еще больше. Люди пользуются теми благами, которые сегодня предоставляются, но мало кто хочет за это платить. И по закону, и по традициям, по всем понятиям, правилам, это все крайне неправильно. Заместитель руководителя администрации главы республики Александр Чекашкин напомнил, что уже завтра пройдет диалог с народом с участием главы Ингушетии, и каждый желающий может со своими вопросами обратиться напрямую к руководителю региона. Я хочу вас вкратце проинформировать, что глава республики уделяет самое пристальное внимание обращениям жителей республики, так же, как и глава нашего государства Владимир Владимирович Путин. Знаменитые уже зеленые папки, да, когда президент встречается с главой субъекта, и сразу беседа начинается с уже, повторяю, знаменитой зеленой папки. Юнусбек Нуралгериевич дал соответствующее поручение, и уже все встречи, которые будут проходить с главами муниципальных образований, они будут также начинаться с зеленых папок. Вот, поэтому воспользуйтесь случаем, отправьте свое сообщение, пожелание, просьбу. Далее слово предоставили горожанам, и жители такую возможность упускать не стали. К примеру, Арсий Мальсагов жалуется на плохое качество воды. На самом деле, ее невозможно пить. Чайник заваривающий такой напиток, и это нереально пить. Вода у нас это Божий дар. А о том, что накипи не было, надо сделать дополнительные очки сооружения, дополнительные денежные средства. Хава Ушахова, в свою очередь, решила лично через наш канал обратиться к Юнусбеку Евкурову с просьбой о помощи в ее непростой ситуации. Добрый день, Юнусбек Панткиревич. Я проживаю в городе Магасе, в общежитии. У меня 6 детей. В одной комнате у меня все 6 детей находятся. 2 из них студентов. Я хотела бы, если есть возможность, чтобы вы помогли мне в расширении на жилплощадь в этом же общежитии. Этот вопрос требует внимательного рассмотрения. Так или иначе, по каждому прозвучавшему обращению будут даны исчерпывающие ответы в кратчайшее время. В завершении встречи собравшиеся отметили, что необходимо проводить такие сходы как можно чаще, ведь благодаря им есть возможность решить наболевшие вопросы в самые кратчайшие сроки. Светлана Томова, Хаваш Гойгов, Новости 24.